Новые микроавтобусы марки «Газель» расположились в ангаре главного пассажироперевозчика республики. Сюда современное отечественное авто поступило 23 декабря. Микроавтобусы с повышенным уровнем безопасности. В салоне каждого по 3 камеры. Одна на панели направлена на дорогу, другие 2 салонные. Фиксируют водителя и пассажиров. Машины оборудованы глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС. Специалист из Москвы Виталий Руссу как раз настраивает оборудование. Принцип работы определяется местоположение по спутникам ГЛОНАСС. Есть 2 приемника. Один, который ловит спутники, второй, который передает данные на сервер. И, соответственно, в программе, через которую уже можно увидеть местоположение автомобиля. Сегодня пока 2 машины сделал. Так в день 7-8 машин можно сделать. Всего республика получила 78 микроавтобусов. Этого обновления без преувеличения ждали и старый млад. В салоне каждой машины 18 сидячих мест, а вместе со стоячими количество пассажиров увеличивается до 30. Выдвижной порог, система отопления салона, автоматика дверей. Все современное, а на некоторых авто есть электронное табло, на котором будет написан маршрут. Для комфорта предусмотрена возможность бесконтактной оплаты. Нужно отметить, что 5 машин оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Процесс происходит следующим образом. При посадке пассажиров эта платформа раскладывается на остановку. Дальше по ней проезжает колясочник. Ну а если таких пассажиров нет, эти места можно использовать как обычные. Последний раз парк перевозчика обновлялся в 2015 году. Тогда закупили несколько десятков автобусов марки ПАЗ, которые исчерпали свой ресурс. Со слов руководства предприятия, каждый день на линии выходят 100 автобусов. Стабильно 10 из них ломаются. Новые «Газели» планируют пустить по маршрутам в течение месяца. Еще предстоит застраховать все машины, поставить на учет в ГИБДД, набрать водителей. Именно из-за этих моментов микроавтобусы еще не начали обслуживать людей. В первую очередь мы будем закрывать такие маршруты, как пригородный район, горные местности. Такие маршруты, которые нерентабельные, на которые частник не обслуживает, отказывается обслуживать. И наиболее, где больше пассажиропоток. Планируется также и запуск новых маршрутов. Рассматриваются прямые сообщения со столицей республики Далаково-Магаз, Сурхахи-Кажево-Магаз, Сунджа-Магаз. Повышение тарифов при этом неизбежно. По тарифам мы неоднократно уже говорили, что есть большая необходимость их повышать. Сейчас документ в разработке находится. Естественно, он должен пройти все этапы согласования на правительственном уровне. Но без повышения тарифа, к сожалению, новое предприятие будет малоэффективно и сразу уйдет в минус. Поэтому понимаем, что это будет такой напряженный момент для населения, но тем не менее это сделать необходимо для того, чтобы в республике как можно дольше существовали комфортные условия на транспорте. Новые микроавтобусы не смогут полностью заменить имеющийся транспорт. Руководство предприятия хочет убрать до 50% старого парка. Списанные автобусы планируется пустить на утилизацию. Муслим Ганиев, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.